Эканамічныя наступствы палітычнай нелегітымнасці. На гэтую тэму выйшаў аналітычны даклад беларускага даследчага эканамічна-адукацыйнага цэнтру «Бюрок». Якія ж будуць гэтыя наступствы, наколькі яны будуць вострымі, як доўга яны працягнуцца і як гэта ўсё адаб'ецца на нашых з вамі гаманцах. В эфіры перадача «Эканоміка з Чалам». З вамі уласны Сергей Чалы і Станіслав Івашкевич. Зараз яны працуюць у мінус. Яны купляюць грошы даражэй, чым аддаюць іх. Абсолютно верно, да. Гора родила мышь, будем делать картон. Давайте обложим оброком частников для того, чтобы поддержать полумертвых госзастройщиков. Инструменты, которые есть у экономических властей, это инструменты борьбы с симптомами. Ты борешься не с причинами, а с последствиями. Пачнем з актуалій. Мы ў папярэдніх перадачах агучвалі прагнозы, а зараз нарэшце выйшлі лічбы, на падставе якіх можна меркаваць, што ўласна адбываецца. В принципе, данные января-сентября этого года по ВВП говорят о том, что очень сложно будет за последние 3 месяца как-то вытянуть ту яму, в которой мы оказались, минус 1,3% сейчас ВВП, но там интересно не сколько сам ВВП, сколько компоненты, из которых он складывается. Промпроизводство минус 1,8, то еще сильнее. А что тычется инвестиций и будовництва? А там совсем все плохо. Значит, строительно-монтажные работы минус 4% год к году, но опять же там немножко вытягивают частные компании, те, которые входят в подчинение Минстройархитектуры, там индекс 72%, то бишь минус 28% от прошлого года. И, кстати, еще по... Это Минархитектуры? Да, да. А вытягивают приватные компании, передусім Дана? Конечно, кто ж еще? Это апераджальные индикаторы, которые могут сведчить про то, что будет, а что кажется увогуле удельники рынка, удельники экономического процесса? Да. Вот и самый такой в этом смысле интересный индикатор того, что нас ожидает впереди, это вот такой, значит, экспресс-обзор экономической конъюнктуры. И видно, что фактически уже сейчас политический кризис начинает сказываться на ожиданиях, то есть кривая ожиданий начинает загибаться, начиная с августа и к сентябрю, но опять же здесь снова важно смотреть не сколько на интегральные показатели, сколько на компоненты. Но особенно интересно смотреть на то, что происходит в строительстве, торговле и транспорте. И видно, что ожидания тоже приближаются к днам, которые были в момент коронавируса. А строительство вообще даже штурмует эти низы и уходит даже ниже. Так какие могут быть наступства уже непосредственно из этих настроев? Если, кстати, возвращаться к вот этому аналитическому репорту «Бюрок», они попытались оценить, какие они уже есть и чего ожидать дальше. По сравнению со сценарием, если бы никаких украденных выборов и последующих протестов за ним не было, и вот этой, соответственно, роста неопределенности политической ведущей к экономической, то рост ВВП был бы примерно по итогам года, как они считают, был бы на 1,5-2 процентных пункта выше, чем сейчас. Но самое главное это то, что все прогнозы, которые были до выборов, они предполагали, что, возможно, даже у нас будет спад в этом году, в принципе, это ожидалось всеми, но уже начиная со следующего ожидалось, пускай и не очень сильное, слабое, но восстановление экономики. Вывод Бюрок заключается в том, что, вероятнее всего, этого восстановления просто не будет, и мы будем оказываться в продолжительной рецессии. Там долгая логика, почему это происходит, там многочисленные эффекты уже и второго порядка, то бишь поведение домохозяйств, связанное, скажем, с недоверием банковской системе, которая, в свою очередь, поддерживается изъятием депозитов, главным образом в твердой валюте. То есть это такой процесс, который легко начать, но довольно сложно остановить. Судя по статистике широкой денежной массы, там же как раз видно состояние депозитов населения, я ожидал продолжения выноса этих депозитов примерно в 600 миллионов, получилось чуть меньше, там 500 с чем-то, то есть суммарно. У вересня. Да. То бишь, в принципе, процесс продолжается, он особо никуда не делся. На графиках это все хорошо видно, что загиб такой происходит. В принципе, с рублевыми происходит то же самое. Как с этим справлялся Нацбанк, мы это знаем. Он фактически закрыл, что называется, свой кран в виде этих постоянно действующих операций предоставления ликвидности. Причем сначала он сделал не дает на банкам месяц. Рубли. Совершенно верно. Точнее, дает, но только под аукционы. То бишь из серии «тот, кто больше всех нуждается, тот больше всех и заплатит». Так вот, если раньше это была мера на месяц, потом эта мера была продлена на месяц до 19 октября, и
Сейчас Нацбанк своим собственным решением 13 числа они на 3 буквально месяца вперед продлили вот это вот, по сути, экстренный режим функционирования банковской системы продлили на 3 месяца. То бишь 3 плюс 2, которые есть, это уже 5 месяцев существования в совершенно ненормальном режиме. Таким максимально закрученный гаек. А как это отбивается на экономике? А это вот, кстати, очень хорошо видно, как это, к чему это приводит. Несмотря на трехкратное снижение ставки рефинансирования в этом году, 7,75% ставка рефинансирования. Она снижалась, но если мы посмотрим на ставки, которые складываются на рынке реально, то бишь ставки новых депозитов и ставки новых кредитов. Вот особенно хорошо это видно по динамике, значит, рублевых ставок, и особенно для физических лиц, то мы видим, что они резко уходят вверх, они примерно 1,5-2 раза выше, чем ставка рефинансирования. И фокус-то ведь в чем? Что на чем зарабатывают банки? Они зарабатывают на этой разнице. Вот у тебя есть пассивы, то есть сколько тебе стоят деньги привлечь, и сколько ты можешь заработать, отдавая эти деньги в кредит. Так вот, эти процентные ставки сейчас, они мало того, что они существенно выше, чем ставка рефинансирования, они сейчас даже либо одинаковые, либо даже маржа их отрицательная. Зараз вони працюють у мінус. Вони купляють з грошей дорожче, чим віддають їх в долг. Да. И понятно, что это долго продолжаться не может. То бок Нацбанк закручивае кранікі, не дае банкам рублі, прымушае іх прадаваць валюту з тым, каб рублёў не станавілася рэзка больш, каб затрымаць рост коштаў і дэвальвацыі. В том числе, да. Вот это, кстати, Наколькі это атрымліваецца? Несмотря на все усилия по сжатию вот рублевой ликвидности, у нас, кстати, широкая денежная масса сократилась за последний месяц. Дзякуючы этим заходам. Конечно. Инфляция, на самом деле, ускорилась. Чему? Очевидно, что это результат прошедшего ослабления курса белорусского рубля, который через импортные цены рано или поздно сказывается, ну, то есть через компоненты, через сырье и так далее, но не просто импортные товары, сказывается на общем индексе цен. Причем, что здесь особенно интересно, что у нас же обычно, на что любит смотреть Нацбанк, в общей инфляции есть тоже 2 компонента. Так называемые регулируемые цены, то, что государство, в общем, как бы управляет чем. И так называемая базовая инфляция – это инфляция товаров, которая очищена как раз вот от этих вот волатильных товаров там, сельскохозяйственного назначения и вот тех, которые регулируются. Рынковые кошты. Да, совершенно верно. Точнее, я бы даже сказал, это по сути монетарная инфляция, та, которая зависит от условий на денежном рынке. Обычно у нас всегда была тенденция какая? Базовая инфляция снижалась, и главный вклад давали как раз именно регулируемые цены. Сейчас ситуация, если смотреть на графиках, она полностью противоположная. То есть происходит снижение темпов роста регулируемых цен, и напротив, именно базовая инфляция начинает давать главный прирост инфляции в целом. И это как раз говорит о том, что процесс этот во многом эндогенный, это не что-то искусственное. Ну, там довольно заметное ускорение. То есть 6,1% год к году, но по тенденции, которая вперед, там еще более высокие цифры получаются. Інфляція разганяецца за кошт, перадусім, той дэвальвацыі, што ўжо была. А наколькі ўвогуле можа яшчэ дэвальвавацца беларускі рубель? Ад чаго это будзе залежаць? Я все же думаю, что долго это продолжаться точно не может, потому что ведь не только на рост цен влияет ослабление рубля, которое произошло, но и мы же знаем, что на балансах предприятий огромное количество, то есть финансовое положение их таково, что у них большая задолженность во многом номинированная в валюте. И именно благодаря этому, кстати, у нас рекордный год, опять же, с 2015 года, рекордный год роста долгов реального сектора. Порядка 28% в течение года. Ну, это в целом как раз и есть вот этот результат переоценки. В долларах, да, а в рублях да, совершенно верно. Причем растет. оттуда эти большие валютные долги, мы же понимаем, что это тяжелое наследие проходившей модернизации этих предприятий вот 12-15 годы. Ну, до речі, улады, тим не менш, не адмаўляюцца ад ідэі мадэрнізацыі, і Лукашенко недавно правёў нараду наконт того, што трэба на крок далей і вырабляць картон. Причем с большим пафосом о том, что, значит, какие-то змагары там требовали реформ, вот там сейчас будет реформа, и что гора родила мышь, будем делать картон. Вот такая, значит, у нас прорывная идея возникла. А чому ти так кажеш з іронією?
Потому что эта идея производить картон на самом деле совершенно не нова. К тому времени уже успела обанкротиться, по-моему, или сейчас находится на ликвидации, предприятие, которое на нем планировалось производить упаковку тетрапак на том самом картоне, который должны были производить эти модернизированные предприятия. То есть так долго эта идея картона была в воздухе, что тот, кто должен был им пользоваться, уже успел, по сути дела, прекратить свое существование. Но самое важное здесь другое. Это то, что ведь, понимаешь, почему так много возятся с деревообработкой и с картоном и так далее. Ведь все никак не получается признать прошлые ошибки. И фактически же ведь на этом совещании Лукашенко говорил откровенную неправду. То есть он говорил о том, что эти предприятия, то есть эта модернизация принесла результат, чуть ли не там, в виде их финансового положения этих предприятий, и в создании новых рабочих мест. Все это неправда. Эти предприятия давно убыточны, они бюджету стоят, а не приносят бюджету средства. То есть примерно за период модернизации вот 4 миллиарда долларов суммарно потратили на инвестпроекты, и примерно вот если считать, сколько из бюджета им выделяли, то еще примерно 4 миллиарда суммарно, значит, они стоили просто вот в виде покрытия их расходов. И если уж говорить про рабочие места, то на самом деле ничего создано не было. С 2010 года, если сравнивать, как что называется, с самым пиком, да, количество занятых на предприятиях деревообрабатывающей промышленности сократилось там более чем на 7 тысяч человек. То есть и этого нет. Можна сказаць, што тыя, хто засталіся, тыя на новых рабочих месцах, тому что старые рабочие месцы зніклі як бы в принципе. Если бы они работали прибыльно, то тогда можно было бы сказать, что производительность труда увеличилась. А так можно говорить о том, что они более эффективно производят убытки меньшим количеством людей. До рэчы, у 2018 годзе Фандок придумаў, як скараціць свае страты, просто взял и спаліў новопабудаваны китайский цех, и после этого застаўся только той цех, які приносит прибыток. Так вот, не происходит ли нечто подобное сейчас на Светлогорске с пожаром резервуара отходов в результате производства целлюлозы? Пра мадэрнізацыю казаўшы і новы прэм'ер Галоўчынка, наведваючы Керамін, размаўляючы пра праблемы будаўнічага комплекса. Может быть, там некое новое решение? Кстати, да, это из той серии, как что называется, есть революция начала, нет революции конца. То же самое можно сказать и про модернизацию. Для чего сейчас требуется модернизация предприятий строительного комплекса? В том числе во многом потому, что они до этого модернизировались и имеют большие долги. И те долги, которые у них остались после модернизации, столь велики, об этом фактически открыто говорил премьер, а финансовое их состояние столь слабо, то бишь заказы, которые они исполняют, и выручка, которую они получают, недостаточно, чтобы к ними рассчитываться, им нужна государственная помощь, но в каком виде помощь? Оказывается, снова в виде модернизации. Значит, для того, чтобы произвести техническое их переоснащение, еще раз, после модернизации. Именно так. Значит, организация индустриального домостроения. Необходимо обновить парк строительных машин и необходимо за 5 лет инвестировать 152 миллиона белорусских рублей. Вопрос, где взять эти деньги? Придумали оригинальный совершенно механизм, а именно создать внебюджетный фонд органов развития стройотрасли, он так будет называться. Внебюджетный фонд именно при Министерстве архитектуры и строительства, который, собственно, ему будет распоряжаться. И вот сейчас проект указа о создании этого внебюджетного фонда, он висит на, общественном обсуждении. Основная его идея заключается в том, что с января следующего года по 31 декабря 2025 года, то есть всю пятилетку следующую, планируется его формировать за счет отчислений в виде 1% от стоимости всех выполненных строительно-монтажных работ, еще каких-то услуг и так далее, и так далее. То есть, еще раз, это 1% это не налог, именно, это от всей суммы, с учетом того, что рентабельность, за исключением отдельных, як у кого? За исключением отдельных, не сильно высока, то это на самом деле довольно серьезный побор. Понятно, что он вроде как для всех одинаков. Но мы же понимаем прекрасно, что когда
распределять его будет Министерство архитектуры и строительства, понятно, кому оно будет распределять. Мы уже приводили статистику о том, что именно его подведомственное предприятие показывает наихудшую динамику. Очевидно, исходя из логики министерства, они нуждаются в максимальной поддержке. В переводе на нормальный человеческий язык что предлагается? Давайте обложим оброком частников для того, чтобы поддержать полумертвых застройщиков. Ну, мы абмеркавалі аспекты дакладу бюрока пра кароткатэрміновыя, сярэднетэрміновыя наступствы, а якія доўгатэрміновыя наступствы дзейнага крызісу? То, о чем они говорят, это главным образом политическая и экономическая иммиграция. Причем, как мы понимаем, чем действительно выделяется во всех других таких случаях, там, других стран и так далее, отъезд работников, причем работников квалифицированных, да, главным образом, тем, что речь идет не о миграции только отдельных людей, но и фактически уже целых компаний. Это конкретно отрасль IT. Недавний опрос портала DevBuy, да, приводит к тому, что треть опрошенных уже приняла решение о релокации. По данным, которые приводят, это не наши данные, это данные сторон принимающих. Украина, Польша. Украина говорит о том, что 1200 айтишников уже к ним переехало. 800 называет Польша, то бишь 2000 занятых, это на минуточку из 40 примерно тысяч всего IT, который у нас был, да, причем мы понимаем, что это же едут самые лучшие люди. И сама Украина это оценивает как, говорит, они у нас там 1200 человек, соответственно, мы рассчитываем, что приток валюты в страну увеличится на 120 миллионов, соответственно, суммарно 2000 у нас, это потеря валютных поступлений 200 миллионов в год. Значыць, чарговыя 200 мільёнаў долараў мы страцілі, мы прагаварылі зараз велізарную колькасць валютных стратаў. Як гэта ўсё можа адбіцца на рублі в агляднай будучыні, в ближайший час? Во многом это зависит от того, где ты и найдешь ли ты какой-то источник, дополнительный источник валюты в страну, потому что отчаянно страна в этом нуждается. Есть спадзевы у Лукашенки на Путина, на Россию. Да, уже первый транш мы кредита этого Евразийского фонда получили, стабильности и развития, 500 миллионов долларов. Но больше всего меня пугает то, что для того, чтобы, накануне получения этого кредита произошло такое довольно загадочное совещание, потому что смысла его особого не было, где Лукашенко обсуждал перспективы и освежить, как он выразился, налоговый кодекс. Вдруг Лукашенко произносит фразу о том, что нам русские советуют перенять их опыт, который чуть ли не, как он выразился, чуть ли не идеален. Больше того, меня еще и тревожит то, что совсем недавно позиция наших властей, включая само министерство, включая премьера, буквально летом были высказывания о том, что русские активно навязывают нам переход на их эти налоговые информационные системы, и что мы это воспринимаем с тревогой, мы воспринимаем это как угрозу. Сами это казали перед выборами. Абсолютно точно. А сейчас проходит буквально несколько месяцев, что поменялось? Поменялась политическая ситуация, и уже Лукашенко говорит о том, что это чуть ли не лучшая в мире система. Потому что, как мы при предыдущем сезоне многократно объясняли, это последний шаг, который осталось сделать для того, чтобы полная экономическая интеграция состоялась. В принципе, его... Как можно было ввести единую валюту. Совершенно верно, да. Это последнее, что осталось. После чего у тебя экономическая интеграция оказывается закончена, дальше только какие-то механизмы политического объединения. Таким чынам атрымліваецца, што пры слабой палітычнай пазіцыі Александра Лукашэнкі ён вымушаны спадзявацца цалкам на Расію, што яна будзе даваць грошы, каб пераадольваць эканамічныя наступствы палітычнага крызісу, а прапанаваць адказ можна толькі тое, што толькі апошнія кавалкі суверэнітэту, тое, супраць чаго беларускія ўлады змагаліся апошнія 4-5 гадоў перад выбарамі. А ці ёсць нейкія іншыя спосабы, якімі дзейныя ўлады могуць перамагчы эканамічныя праблемы? Опять же, фокус в том, что все, инструменты, которые есть у экономических властей, это инструменты борьбы с симптомами. Ты борешься не с причинами, а с последствиями. И фактически до тех пор, пока политический кризис не разрешен, экономический кризис будет продолжаться. Все, что удается сейчас делать, это только сдерживать его. Альбо заливаць нейкімі крэдытамі, якіх дакладней яшчэ і не даюць. Да.
Совершенно верно. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и в социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.